В эфире «Актуальное интервью». На днях якутский фильм «Мой убийца» стал доступен на крупнейшем мировом сервисе Amazon.com. Это первая в истории якутского кинематографа лента, попавшая на один из самых крупных интернет-прилавков. О значении этого события и о проблемах и перспективах якутского кино мы сегодня поговорим с гостем студии, кинорежиссером Костасом Марсаном. Костас, здравствуйте. Здравствуйте. С момента размещения фильма на данном сайте уже прошло несколько дней. Мой первый вопрос: много ли просмотров и что дает это режиссеру, кроме того, что фильм становится доступен широкому кругу зрителей? Я, честно говоря, не следил, поэтому пока не знаю, насколько там просмотр есть, но просмотр есть, потому что за этим следит продюсер Марианна Скрыбыкина. И она иногда мне пишет, что вот столько-то просмотров было. Насчет значимости, это, конечно же, не сколько мне, да, приятно, сколько вот то, что о Якутии сейчас узнают, а то, что выходит на достаточно вот эту вот широкую площадку. И это, конечно же, больше радует. А вообще стоит ли задача перед кинематографистами популяризировать свое творчество, или все-таки этим должен заниматься кто-то другой? Популяризация в любом случае нужна, конечно же, да. Иначе, собственно говоря, просто этим, конечно же, должны заниматься отдельные люди, это отдельная профессия промоутеров, которые, в общем-то, это продюсерская больше работа. Вот именно пробивать фильм, скажем так, в широкий мир, да, потому что вот та же Марианна Скрыбыкина, она в марте, получается, ездила в Гонконг на международный кинорынок, и там были вот первые контакты с Амазоном и сделаны. И после того, получается, вот уже прошел вот до октября достаточно много времени, они там, прежде чем заключить договор, достаточно много проверяют, есть много документов нужно заполнить. И в итоге вот переговоры, можно считать, увенчались успехом. Это вот большое достижение. А помимо Марианны Скрыбыкиной, много ли у нас в Якутске таких промоутеров, которые продвигают якутский кинематограф? Да, есть, конечно, да. Навскидку я могу вспомнить Сардану Савину. Вот прекрасный успех фильма «Тойон Кыл», «Царь птица», это вот тоже работа. Это ее работа. Да. Вот недавно вы сняли триллер, но из-за отказов в субсидии Минкультуры вы не можете показать его зрителю. Почему вам отказали? Я не могу сказать почему, да, потому что я, собственно говоря, не знаю. Там все вот как конкурс проходит все это дело. И, Минкульта, наверное, какая-то свои какие-то, вот, я не знаю, критерии оценок проектов, которые туда попадают. Но я хочу сказать, что вот сейчас новое руководство республики, оно заинтересовалось проектом. И я думаю, что мы сейчас уже выходим на финишную прямую, потому что остается работа над звуком, над цветокоррекцией, над графикой. И буквально вот в начале 2019 года вы увидите фильм. А вообще сложно ли найти источники финансирования? Достаточно сложно, конечно же, да, потому что кинематограф — это все-таки область рискованного бизнеса. Но, в принципе, если не выходить за некие рамки бюджетов, то, в принципе, можно эти средства найти, на которые можно сделать съемки. А как это делаете вы? Это не я делаю, это Марианна Скрыбыкина, вот, продюсер Ардойду, она вот всем этим ведает. Я чисто, вот у меня свое ведомство, где я вот креатив, творчество и прочее, вот работа с актерами, монтаж. Вот это вот моя епархия, скажем. Давайте тогда поговорим о вашем творчестве. Обращение к фильму ужасов – это желание попробовать другие жанры, или он все-таки востребован зрителями? Знаете, вот я всегда считал, что якутский кинематограф, он вышел из жанра фильмов ужасов на самом деле, потому что первые фильмы в Якутии, они были вот
именно в этом жанре. Вот если вспомнить, да, то «Маппа», «Сеттахсир», «Сайылык» — это вот все фильмы, они так или иначе затрагивающие мистическую тему. Соответственно, мы не сколько по новому пути идем, сколько продолжаем традицию, получается, якутского кинематографа. Более того, вообще в мире, считается, сейчас идет некое возрождение этого жанра. Вот после того, как в 90-х годах был небольшой спад, то сейчас, вот в 10-х годах особенно, один за другим выходят очень интересные фильмы в жанре мистики, в жанре хоррора. И они уже не эксплуатируют вот эту вот скримеры, да, вот бу-эффекты очень такие, ну, которые были популярны в 70-х, 60-х, 70-х. А сейчас ставка делается на атмосферу, сейчас ставка делается на необычную ситуацию, в которую попадают люди. И сам жанр, он предполагает очень большую свободу, ну, как для режиссера, потому что есть поле для экспериментов. То есть жанр, хотя и работает с некими правилами, но эти правила можно варьировать по-разному, и получается, можно пробовать и так, и сяк, и делать очень-очень интересные вещи, как на монтаже, так и сюжетные твисты и прочее. То есть в этом плане мне лично очень интересно пробовать себя в этом жанре, потому что хорошие, скажем так, возможности возникают. Вот сейчас многие с восхищением говорят о якутском кино. Вы, как режиссер, как оцениваете состояние якутского кинематографа? Не знаю, я не могу оценивать его, так сказать, да, потому что, ну, как, находясь внутри процесса, я не могу увидеть всего, да. Но в любом случае, да, я хочу сказать, что это по-своему все-таки уникальное явление, да, потому что не все страны обладают собственным кинематографом, а наша республика, ну, неожиданно вдруг обладает кинематографом, который уже признан, получается, в мировых кинофестивалях, и о якутском кинематографе уже знают, говорят и ждут, самое главное, новых фильмов, поэтому в этом плане республика, ну, имеет очень-очень хорошие перспективы. Тогда вот поговорим, какие есть проблемные стороны у якутского кинематографа, которые мы должны решать. Проблемные стороны, в основном технические, скорее всего, да, потому что вот даже когда вот мы подавались на Amazon, прежде всего смотрят на качество звука, качество цветокоррекции, качество операторской работы, ну, режиссуры и так далее, так далее. Поэтому это целый комплекс, то есть необходимых специалистов, профессий. Это художники по свету, художники по гриму, даже костюмеры — это отдельная профессия в кино, которая может играть на образ и на атмосферу, и на создание некого стиля, да? Поэтому тут, конечно же, важно именно воспитать своих специалистов, которые бы уже вот обслуживали складывающееся течение. А может, чего-то еще не хватает якутскому кинематографу, чтобы выйти на международный уровень, рынок? Ну, Кроме технической части, о которой вы сейчас говорили. да нет, в принципе, при правильной подаче можно выйти, да, то есть вот если фильм обладает необходимыми техническими, отвечает необходимым техническим требованиям, плюс имеет под собой интересный сюжет, соответственно, можно продвинуть. Тут, конечно же, наверное, все-таки, если мы выходим на широкий, скажем, мир, то получается, нужны много специалистов со знанием английского языка, ну, чтобы, соответственно, договора все международные, они все на английском языке. Вот те же платформы Amazon, они требуют субтитров на английском языке. Ну, в общем, нужны специалисты со знанием языка.
Вот сейчас как раз власти республики делают большие ставки на наше кино. Его называют не иначе, как главной составляющей креативной экономики. А вы верите, что киноиндустрия может приносить серьезный доход в бюджет нашей республики? Может, да. А как вы можете это объяснить? Ну, дело в том, что сам кинематограф, он это такой вид бизнеса, который при достаточно небольших вложениях потенциально может принести доход в 10, в 100, а то и больше раз выше. Да? Ну, конечно, бывают еще и провалы, потому что это все равно некие зоны рискованного бизнеса. Поэтому сам кинематограф, смотря в каком направлении двигаться, да, то есть вот есть массовый кинематограф, который охватывает большие числа людей, большую аудиторию, а есть сегментированные вот такие вот области, но и там, если выйти на мировой уровень, то там есть свой зритель. Вот я не помню, какое исследование читал, но в России, например, любителей жанра хоррор 7 миллионов. То есть получается, можно примерно подсчитать, какой доход будет, а вот эта аудитория в 7 миллионов, она ходит на все фильмы вот этого жанра. То есть это большие поклонники, и они, собственно говоря, и составляют основную нашу целевую аудиторию. А если брать мир, то получается это гораздо больше. Там есть целые рынки, типа Японии, Кореи, Соединенных Штатов, Латинской Америки, где жанр хоррора очень востребован. А тем более хорроров с какими-то вот фольклорными, либо там с интересными мотивами, то да. А как вы считаете, в каком направлении должно двигаться наш якутский кинематограф? Это должно быть фестивальная или все-таки коммерческая направленность? Мне кажется, все-таки нужно сочетать, да, потому что ни в коем случае нельзя забывать собственного зрителя. Потому что есть опасность, что если мы совсем ударимся в фестивальное кино, то местный якутский зритель может, скажем так, ослабить свой интерес к якутскому. Но тут есть очень хороший пример, вот, например, корейского кинематографа, который сочетает в себе как жанровые элементы, так и артхаусные, да, то есть они делают такую очень интересную смесь, и из этого выходят очень яркие фильмы. Вот чудо корейского кинематографа 80-х годов именно этим было и объяснено. То есть они делали очень красивые, просто вот эстетски снятые боевики. Ну, то есть боевик вроде бы низкий жанр, да, но при этом снято так красиво, что любой фестиваль был рад их взять. Ну вот, я думаю, что в подобном плане нужно развиваться, ну это вот мое мнение, тем более, что хороших операторов у нас достаточно, они развиваются, и думаю, что будущее такое. Костас, огромное спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на ваши вопросы. Желаем вам творческих успехов. Я напомню, в студии был кинорежиссер Костас Марсан, кинорежиссер. Мы говорили о развитии якутского кинематографа.